Добро пожаловать на курорт Куйковское море! Надели купальники и шляпу, взяли крем от загара и спасательный круг. Хотя спасать жителей Куйков надо самих. Это море из сталых вод появилось здесь за выходные, когда началось обильное таяние снега. Как итог, не пройти, не проехать в местный лицей «Алгоритм». Я очень переживаю за детей. То есть вот как здесь ходить детям в школу? Эта дорога, чтобы вы понимали, в поселке больше такой асфальтированной дороги нет. Эта дорога сделана специально к «Алгоритму», к нашему лицею, который мы очень долго ждали. Юлия Гафурова переехала сюда 2 года назад. Говорит, когда покупали участок, застройщик обещал парк, а получилось озеро с утками. Сейчас есть кому хорошо, это уткам, которые заняли это озеро с радостью, их очень много здесь, вот, они счастливы. Мы просто боремся, это наша большая боль. Это единственная асфальтированная дорога. Ни ливневок, ни водоотводов у нее нет, говорят жители. Родители не знают, как провожать детей на занятия и забирать их с уроков. Есть и те, кто просто отказывается идти в школу. Не знаю даже еще, как добираться. Тупик. Машины не доезжают, такси вот вызываешь, разворачиваются, уезжают. Очень страшно, во-первых, за детей. Вот. И с машинами тут проехать очень тяжело. Вот мы вчера с мужем проехали. Машина, можно сказать, плывет. Водители преодолевают водную преграду на свой страх и риск, а потом жалеют. Машина получает гидроудар и глохнут. Теперь ремонт влетит в копеечку. Так что за потерю номера переживают меньше всего. Да вот проблема такая у друга. Номера слетели, остался он без номеров. Теперь будем искать новые номера. Из-за образовавшегося весеннего озера людям приходится просить проезжающие машины их перевести. Или попробовать преодолеть водную преграду вдоль забора, словно по скалодрому. Вот такой нелегкий путь приходится преодолевать жителям. Раньше на месте лицея был овраг, и вся талая вода стекала в него. Администрация не предполагала, что после строительства здания столкнется с проблемой паводка. Вчера был произведен отвод воды с помощью помп. Родители школьников заранее через WhatsApp-группы предупредили об обходных путях, чтобы безопасно добраться до школы. Сейчас это временная мера, но администрации предстоит решать проблему основательно. Возможно, нужны дополнительные ливневки и системы водоотведения. Вот это наш двор. Даже на двор не похоже. Уже 4-й день, наверное, течет вода. Двор семьи Гельфановых полностью в воде. Супруги успели поднять фундамент и поэтому затопило только участок. В селе водой охвачено несколько улиц и около десятка домовладений. Как весна приближается уж, по ночам не спим, переживаем. 2 года назад подняли дорогу, засыпали щебенкой, все разровняли. Первая же весна нам полностью все это размыло. То есть, сами видите, сзади меня дорога, от нее практически ничего не осталось. Но сейчас, получается, нам по новой, нам эти деньги никто не вернет, своими силами снова нужно будет это все делать. Село Калмаш затапливает даже несмотря на отсутствие рядом водоема. Дома располагаются в низине, и вода течет с полей. Перед строительством дома мы всем говорим, чтобы подняли фундамент. Это особенно касается тех, чьи участки расположены в низине. Те, кто понимают, роют канавы, делают все, чтобы отвести воду. В Татарстане в зону подтопления могут попасть более 200 населенных пунктов и около 20 мостов. МЧС в режиме повышенной готовности. Ежедневно поступает до 30 обращений. Как сообщают спасатели, отрезанных большой водой поселений нет. Ежедневно мы применяем беспилотные летательные аппараты на территории населенных пунктов с целью мониторинга паводковой обстановки. Также мы видим при проведении видеосъемки, где в населенных пунктах сделаны и выполнены превентивные мероприятия в рамках чернения льда, распиловки льда, вывоза снега. Завтра в республике обещают до плюс 16, значит ситуация остается сложной. Иван Сарафанов, Данил Филатов, Александр Лихачев, Вадим Илларионов, ТНВ, Татарстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.